третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И сегодня «Персонально ваш» юрист, управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Муллануров. Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте. Те радиослушатели, которые ждали сегодня в эфире бывшего вице-премьера Евгения Гурьева, я должен перед вами извиниться. По сложившимся обстоятельствам сегодня эфир мы не проводим, но я надеюсь, что проведем его на следующей неделе. Вот. А прямая трансляция у нас запущена в Фейсбуке и на Ютубе, а также действует номер для сообщений в WhatsApp, в Телеграме и в виде смс-ок +7 927 304 1051. Ну, мы с вами в данном формате, Айдар, впервые, поэтому предлагаю пройтись по ключевым, скажем, темам, которые связаны с юридической деятельностью, с законами в нашей республике. Вот начну с решения суда. Значит, состоялось оно в Альшеевском районном суде. Девушку оштрафовали на 5000 рублей за акцию, проведенную в августе на горе. Акция заключалась в том, что был плакат, призывы защитить Куштау, и там собралось, условно говоря, больше 2 человек в одном месте. Но это было не в населенном пункте, это было совершенно за городом, на природе. Оштрафовали ее по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Как это можно объяснить? Руслан, я читал эту новость, видел фотографию с этим плакатом, там она, видимо, в окружении друзей или родственников, всего несколько человек, и видел, что на плакате нет совершенно никаких политических требований, лозунгов, там, по-моему, было написано, что там, сохраним гору, что-то типа этого. Тем не менее, формально, вот наше действующее законодательство в России таково, что формально даже это является нарушением. Я думаю, что мы сегодня с вами, если будем говорить о каких-то проявлениях права влияет на жизнь в республике, наверное, еще коснемся этой темы, будем к этому обращаться, что, к сожалению, надо различать такие... К сожалению, мы будем сталкиваться с тем, что законы и право не всегда совпадают, и не всегда закон, на мой взгляд, является правовым. Вот это такой яркий пример того, что закон содержит, на мой взгляд, по моему убеждению, неправовые нормы, неправовые требования, и по действующему законодательству любые собрания, больше 2, с любой повесткой дня по усмотрению власти могут быть признаны незаконными акциями, и за это может наступить соответствующая ответственность. То есть, если на лужайке семья из 10 человек соберется, сфотографируется с плакатом, на котором будет написано там «Семья Ивановых молодцы», и это дело опубликует в соцсетях, эту семью можно будет признать нарушителем. Это, знаете, на усмотрение суда. То есть, если судья захочет так изгалиться, то, в принципе, формально это может сделать, да. Я подозреваю, что в этом случае у судьи не будет такого желания. Понятно, что это уж совсем будет очевидная беспримерная глупость, и поэтому, наверное, судья напишет, что этот плакат, он не нес никакого там общественного посыла, он не был направлен к определенному кругу лиц, и в этом случае, хочется надеяться, что все-таки наши судьи еще не дошли до такого, чтобы вот за это штрафовать. Но в том случае, если плакат либо явно, либо как-то косвенно можно заподозрить в том, что он несет какой-то политический подтекст, общественный подтекст и содержит в себе явный или скрытый какой-то призыв к действию, к формированию какой-то позиции по определенному вопросу, в этом случае, да, без проблем может наступить, безусловно, может наступить ответственность. Угу. Ну, тогда получается, что вот данное решение суда можно трактовать правозащитнику любому, да, политическим преследованием активиста. Можно? Я думаю, что да, потому что понятно, что ответственность наступила за выражение своей позиции по какому-то общественно значимому вопросу. И, все абсолютно, я думаю, согласятся с тем, что если бы на этом плакате было утверждение о том, что Салават Юлаев чемпион, к примеру, да, с символикой хоккейного клуба, или там слоган, к примеру, правящей партии, то никакой ответственности бы не было. Поэтому понятно, что она наступает избирательная эта ответственность, это избирательное правосудие, к сожалению, и только в том случае, если это идет вразрез с теми посылами, которые нам дает власть. Поэтому в таком смысле, на мой взгляд, это преследование
по идеологическим соображениям. И это решение, если я правильно понимаю, заслуживает того, чтобы дойти до ЕСПЧ, да? Абсолютно вот профиль ЕСПЧ. Но я думаю, что, во-первых, надо попытаться исчерпать национальные способы защиты своего права, обратиться в вышестоящие инстанции, и шансы есть, потому что по таким делам все-таки практика, она противоречива. Есть положительные прецеденты, в некоторых случаях такие штрафы отменяют, и попытаться все-таки поискать счастье в российских судах стоит. Но если это не поможет, то, безусловно, здесь я усматриваю перспективы для обращения в ЕСПЧ. И это частный случай вот этих вот законов ограничительных по ограничению нашей активности. Последовательно как происходило? Сначала начали сужать возможность проводить классические митинги, собрания. Вот выйти на площадь, собраться большим количеством людей, там, с транспарантами, с плакатами. Да? Такое право законодатель стал ограничивать. Потом люди стали как бы перестраиваться, креативить, и появилось движение, там, по-моему, «Синие ведерки», что ли, называлось, да, то есть люди стали там устраивать автопробеги. Быстренько, оперативно внесли изменения о том, что нельзя, что автопробег тоже приравнивается к такой вот, к политической акции. Если не ошибаюсь, впоследствии было изменение, что уже даже не автопробег организованной колонны, а даже одна машина, содержащая в себе, там, если на ней есть наклейки с таким каким-то подтекстом, то даже это уже может быть признано несанкционированной акцией. Ну и вот последовательно изменялось законодательство, ужесточалось, и, по-моему, как раз в этом году, после того, как появилась активность на горе Куштал, ну, на мой взгляд, да, там прямо понятно, что законодатель этого не признает, но вот хронологически это выглядит так, что как только стали устраиваться вот эти экологические флешмобы, так называемые, на горе, после этого наши законодатели вынесли изменения о том, что не только в городской черте, не только в черте населенного пункта нельзя собираться и какие-то слоганы и лозунги демонстрировать, но даже за пределами поселения. Да. Там, кстати, я тут уточню, это еще в прошлом году случилось, после событий еще на Таратау, по-моему. Ну, может быть, да, вот. Может быть. Кстати, в этом направлении в последние дни идут кое-какие смягчения, ну, по формальным признакам, хотя, конечно, мне кажется, да, кое-где, значит, решили смягчить эти ограничения, но, опять же, здесь это происходит неспроста, а лишь потому, что есть решение Конституционного суда по другим субъектам. Вот здесь вы согласны со мной, что это все ничего не меняет на самом деле, имея в виду поправки последние курултаевские? Да, я уже печатно в СМИ свою позицию по этому поводу высказывал. Ну, если брать в отрыве от действительности, просто лингвистически анализировать текст поправок, то, безусловно, новая норма, которая недавно через Курултай наш проходила, она чуть мягче, чем была раньше, чем был предыдущий закон. Но, на мой взгляд, в реалии это никак не отразится на правах граждан, то есть это не поможет, не сделает более свободным право на реализацию своих политических свобод. Норма, как раньше допускала, точнее, она не допускала, она фактически устанавливает разрешительный порядок. Не уведомительный, не свободный порядок реализации своих прав, а разрешительный. Нужно сначала пойти спросить разрешение. Можно ли мы вот здесь соберемся вот по такой-то повестке дня? Если раньше было написано, что это можно делать не только согласие, да и теперь точно так же, можно только согласие. Исключения могут делаться только в определенных местах, только по усмотрению органов местной власти. Критериев никаких там четких нет. Соответственно, я так понимаю, что эта норма принято для того, чтобы больше не было обвинений, там, вот, когда парад медиков проводится, там, какие-нибудь пробеги ночных этих байкеров, да, ночных волков, ну, и так далее. То есть, если это провластные акции, раньше формально они нарушали закон. И на это указывали, в общем, активисты, граждане говорили, а как же так, нам запрещаете, нас за это штрафуете, они вот проводят. Вот теперь я думаю, что просто им будут согласовывать, пользуясь вот этим изменением, а остальным, как раньше запрещали, так и будут запрещать. Так что, на мой взгляд, это не то, что имел в виду Конституционный суд, и совершенно не то, что написано в Конституции России. Угу. Да, уж эта тема, конечно, требует отдельного разговора длительного, но у нас есть другие темы. В частности, решение суда по бывшему вице-премьеру Евгению Гурьеву. Жаркие дискуссии оно вызвало. Кто-то считает, что, в общем, суд разобрался и правильно сделал. Он не только состава преступления не нашел, но и самого преступления не определил. Кто-то говорит, что это все совершенно ерунда, сплошная коррупция, решение куплено и так далее. Вот вы давайте как юрист, что вы думаете? Тем более человек, который это комментировал неоднократно и в прошлом.
я, наверное, сейчас воздержусь от того, чтобы как-то четко сформулировать свою позицию непосредственно об этом приговоре, потому что, во-первых, я лично знаком с Сергеем Александровичем, и было бы, наверное, не очень хорошо сейчас высказывать свои личные точки зрения. А во-вторых, я не специалист в уголовном праве, все-таки это идет речь об уголовном преследовании, и здесь надо обладать познаниями специальными. Ну и не так хорошо знаком с материалами дела. То есть я ориентируюсь только на ту информацию, которая доступна в средствах массовой информации, она не всегда бывает полной и не всегда бывает достоверной. Я, наверное, обратил бы внимание на два момента. Первое. У меня, в принципе, вызывает положительные эмоции оправдательный приговор, как в этой ситуации, так и вообще, в принципе, в условиях нашей судебной системы. Где их меньше 1%, да. Да. Понятно, что я читал там много, значит, различных там точек зрения, да, и кто-то сомневается в правосудности этого приговора, в объективности суда, но как бы то ни было, в любом случае оправдательный приговор это хорошо, потому что чем чаще судьи такие приговоры выносят, по любым там основаниям, да, это, ну, в какой-то мере приучает, что ли, то есть если рука у человека хоть иногда поднимается для того, чтобы оправдать, да? Да, он понимает, что небо не рухнуло после такого приговора, значит, да, можно такие решения принимать, в принципе. Да. Это один момент. Второй момент, что я исхожу из того, что, ну, мое личное мнение, что, к сожалению, у нас нет свободного уголовного суда. Вот по уголовным делам наш суд не только по политическим делам, но практически всегда он, к сожалению, связан не теми критериями, которые указаны в Уголовно-процессуальном кодексе и в Уголовном законе. Это могут быть критерии какое-то поддержание процента там оправданий или обвинения, да, показатель эффективности работы следствия в определенном районе, ну и так далее. В общем, то есть это, на мой взгляд, это, в общем, не правовые такие критерии, которые обуславливают зачастую вот этот обвинительный уклон. Поэтому у меня нет доверия к нашему уголовному суду, к сожалению. И исходя из этого, ну, я думаю, что можно руководствоваться принципом, что лучше давайте мы оправдаем 10 виновных, чем осудим одного невиновного. Если мы не уверены в том, что этот суд в состоянии разобраться, и не уверены в том, что каждый обвиненный и обвиняемый и привлекаемый к уголовной ответственности виновен, то вот по таким тяжким преступлениям, по преступлениям с очень размытым составом, да, там очень на усмотрение суда, который, если бы это был суд, в квалификации которого я не сомневаюсь, и в независимости, которой я не сомневаюсь, да, тогда бы я был готов отдать ему на откуп, сказать, да, ну, если они вынесли приговор, то я в нем точно сомневаться не буду. А вот в условиях нашей судебной системы, то лучше пусть оправдает. У меня подход такой. И я думаю, что здесь, знаете, вот применительно к этому кейсу, и он ведь не единичный, то есть у нас есть и другие громкие уголовные дела в республике, применительно к этим кейсам, мне интересно поразмышлять вот о чем. Я вот недавно смотрел интервью с господином Гурьевым, Сергеем Александровичем Гурьевым, Рамиль Рахматов, который брал. Так. И он там как раз тоже говорил о том, что, ну, пытался донести, как я его понял, что вот у чиновников есть своя правда. Вот вы поймите, в каких тисках мы находимся, в каких рамках мы находимся, и пытался как-то пояснить логику принятия решений. И вот в этой связи у меня вот давно эта мысль такая, что, к сожалению, мне кажется, общество само иногда недопонимает корни этой проблемы, ну, одной из составляющих этой проблемы, и недостаточно прилагает усилия для того, чтобы ее разрешить. Проблема вот в чем. Наше законодательство настолько запутано, противоречиво и неэффективно, что порой позволяет за одно и то же либо награждать, либо карать. Вот один и тот же поступок. Да, и для того, чтобы добиваться результата реального, невозможно не нарушить ни одного закона и ни одного пункта, правильно? Ну, я не хотел бы так сгущать, то есть, наверное, все-таки это не наверное, а возможно, я знаю много примеров, когда люди действуют достойно, порядочно и законно и достигают своих результатов. Но в то же время, ну, вот посмотрите, вот пример Сартвановой, к примеру, да, человек получил орден,
есть и Камалова, к примеру, да, в РКБ. Так. Она лишилась своей работы. Вот где хорошо, где плохо, как разобраться. Формальные эти инструкции, они часто не позволяют чиновнику быть уверенным в том, чтобы его действия будут оценены именно исходя из той ситуации, в которой он принимал решение и действовал. Это один момент. Второй момент – правоприменение. Это квалификация и мотивация следствия любых правоприменителей, в первую очередь, конечно, следователей. Вот приведу такой пример. Наше агентство на условиях пробона иногда помогает, мы действуем мы вообще занимаемся сопровождением бизнеса, а вот в некоторых случаях совершенно чуждые для нас, казалось бы, вопрос – это помощь пациентам в защите их прав. Иногда подключаемся на условиях пробона. И мы столкнулись с такой темой, когда Минздрав не закупает незарегистрированный в России препарат. Так, известно. Общаемся с чиновниками, говорим, как же так, ребенок страдает, он без этого лекарства вплоть до летального исхода, может быть, он может умереть, неужели вам не жалко? Чиновник объясняет, что, приводит нам примеры, я действительно перепроверил, убедился, что да, такие случаи были, когда в отдельных субъектах страны местные Минздравы, их аналогичные органы управления здравоохранения в областях, они закупали этот препарат, а потом возбуждалось уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, потому что бюджетные деньги не должны были тратиться на препараты, которые в России не зарегистрированы, либо эти деньги были выделены на что-то другое, но чиновник решил, что это более важно, чем закупка машины, к примеру, взял, направил их на лекарства. Понятно, что при нормально работающей правоохранительной системе такого уголовного дела бы не могло быть в принципе, даже если формально это нарушение, но ни один разумный следователь такого дела возбудить не должен. Однако у нас в стране их возбуждают. Поэтому в такой некой ситуации у чиновника возникает выбор: поступить по совести или по закону. Порядочно. Да? Да. И если он уверен, что в случае, когда к нему предъявят претензии, он будет пользоваться какой-то поддержкой, это одно. Но уверен ли наш чиновник? Я думаю, что никто из них, к сожалению, в этом не уверен. Пример той же самой Риммы Камаловой, она все-таки тоже чиновник, она зав. Отделением, это все-таки руководящая должность. Чиновник, причем, может быть сегодня уверен, а завтра что-то пойдет не так во взаимоотношениях с начальством, скажем, и он уже не уверен. И он даже не знает, в какой момент это изменилась ситуация. Уважают ли уфимцы поступок врача, который открыто сказал о проблемах? Я думаю, что да, большинство относятся с симпатией. А когда она лишилась работы, любимой работы, поддержали ли мы все уфимцы ее? Я думаю, что кто-то, наверное, добрым словом поддержал, да, но фактически никаких нет акций протеста, петиций, обращений, какого-то общественного резонанса по этому поводу нет, к сожалению. И давайте тогда зададимся вопросом, а в следующий раз в аналогичной ситуации другой врач, столкнувшись с этой проблемой, как он будет действовать? И можем ли мы его винить за то, что он поступит, может быть, закроет на что-то глаза, если он видел, что до него с несколькими людьми уже расправились, и общество их не защитило? Поэтому я не оправдываю никого. То есть подход, что виновный должен понести наказание, это единственный верный подход. Да, надо, исходя из этого, всегда и действовать. Но в то же время очень легко обвинять других, но бывает сложно задать эти вопросы себе, а мне кажется, это надо делать. Доля вины нас всех в том, что мы допускаем нарушение закона, с одной стороны, а в то же время не поддерживаем тех, кто поступил правильно и порядочно, и сейчас за это страдает. Доля вины наша в этом тоже есть. Таким образом, мы пришли к тому, что действительно, прежде всего, общество или его незрелость как раз-таки виновата во всех наших бедах. Если таким образом дальше интерпретировать, то, в общем, вывод такой напрашивается. Я не сторонник того, что говорить начни с себя, да, и не предъявляя претензий государству. Безусловно, у меня нет иллюзий, что в каком государстве мы живем. Другое дело, что ждать, что это государство само по себе изменится, это, мне кажется, и наивно, и даже, наверное, глупо. Задуматься о себе тоже стоит, Айдар. Берет столько, сколько ему дают. Мы должны сейчас прерваться на новости. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией юрист Айдар Муллануров. Мы скоро вернемся.
столице 13 часов 30 минут. Здравствуйте, в студии Александр Плющев, и в эфире выпуск новостей. Следствие ходатайствует о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом журналистам сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда-29» Иван Павлов. По его словам, судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство, состоится в Лефортовском суде 30 ноября. Увинский районный суд Удмуртии отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту московского дела Эдуарду Малышевскому. Против УДО выступила администрация колонии. В характеристике указано, что Малышевский нерегулярно посещает воспитательные и социально-правовые мероприятия, не соблюдает порядок отбывания наказания и не выполняет законные требования администрации. Об этом в своем телеграм-канале пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В декабре прошлого года Малышевский был приговорен к 3 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к полицейскому. Житель Мартыновского района Ростовской области Денис Щебетун получил 2 года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии. Как сообщает региональная УФСБ, Щебетун на своей странице в соцсети ВКонтакте разместил соответствующие комментарии, которые также содержали призывы к насильственным действиям в отношении других людей по национальному признаку. Теракт в 2 мечетях новозеландского города Крайстчерч произошел в марте прошлого года. Тогда погиб 51 человек. Вакцинация от коронавируса препаратом Ипивак Корона Центра «Вектор» будет бесплатной для россиян. Об этом сообщил один из специалистов «Вектора» Александр Рыжиков. По его словам, массовое вакцинирование планируется на следующий год. На сегодняшний день выпущено 25 тысяч доз Ипивак Короны. В Москве свободно около 5000 коек для пациентов с коронавирусом, заявляют в мэрии Москвы. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, нагрузка на стационары и поликлиники огромная, однако среди москвичей, которые находятся на изоляции, а также детей, которые учатся дистанционно, заболеваемость не растет. Напомню, за последние сутки, по официальным данным, в Москве выявлено 7918 новых случаев заражения. Итоговая пресс-конференция Владимира Путина будет дополнена элементами прямой линии. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вопросы главе государства можно будет прислать через компьютерное приложение «Москва Путину», которое будет доступно 6 декабря. Песков уверен, что пресс-конференция 17 декабря будет продолжительной и насыщенной. Доллар на сегодня 75 рублей 45 копеек, евро 90.03. В Москве сегодня, предстоящей ночью и завтра днем 0+2, ожидается мокрый снег. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие, дышите ровнее. А если нужны лекарства, ищите их на сайте и в приложении farmland.ru. farmland.ru. Удобный поиск лекарств. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Категория 18+. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. Из-за своей внешности Менцифера почти не выходит из дома и не гуляет с друзьями. Гигантский неус пол-лица не позволяет 13-летнему подростку жить обычной жизнью. Ей нужна операция поэтапного иссечения новообразования. Помочь просто. Совершите перевод банковской картой на сайте фонда «Изгелек» в разделе «Помочь». В поле назначения укажите Менцифере Хафизовой. Благодарим за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Муллануров на прямой связи с нашей студией сегодня. И номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджерах +7 927 304 1051. Ну, давайте тогда к следующей теме перейдем из тех, что хотелось бы сегодня обсудить. Тема взаимоотношений
власти и СМИ, судебной системы и СМИ. Вот в части как раз-таки того, как интерпретируют законы, значит, власти в одних случаях хотят, значит, обратить внимание на закон, а в других случаях не хотят. Я имею в виду штраф издания «Уфа Тайм», который достиг 460 тысяч рублей. Вот ваше мнение как юриста. Если я понял, что в принципе букве закона решение суда соответствует, правильно? Я не уверен в этом. То есть я не могу назвать его однозначно незаконным по формальным признакам, да, потому что была такая волна, что люди были возмущены, как же так, такой большой штраф. Ну, штраф там минимальный, судья из возможного допустимого избрал минимальную санкцию. И формально есть основания говорить о том, что да, журналисты допустили нарушение, потому что запрещается использование изображения, видео и аудио, средствами, значит, каким-то образом доносить информацию о личности ребенка, попавшего в такие ситуации. На видео ребенок виден, но его различить практически нереально. Да? Там видео снято издалека, лица ребенка не видно. Он находится в обстановке, там, которая явно не позволяет определить, кто это. Там, во дворе может быть много детей. Вот если бы где-нибудь он там в группе своего садика, у себя дома там был заснят, как-то еще другое дело. А тут, в принципе, поскольку он издалека, то формально вроде как журналисты не правы, но в то же, точнее правы, но в то же время они выпустили ролик с голосом ребенка. И исходя из сложившейся практики, уже есть такие подобные судебные акты, и исходя из нормы закона, это неправильно, это незаконно. Вот, суд на это и сослался. Ну, вообще суд там не совсем понятно, на что сослался, суд все вместе до кучи, как обычно на суде часто делают, просто переписал все нормы права, какие только можно, которые к этому не имеют отношения, не имеют, на всякий случай все переписали, но четко свою логику размышлений там не пояснили. Я так просто думаю, что, видимо, они это имели в виду. Но там ведь ребенок не говорит, а кричит. Кричат дети всегда похожи. И определить по крику, отличить одного ребенка от другого, ну, родители, естественно, могут, наверное, да, а посторонние люди вряд ли это смогут сделать. Поэтому я бы на месте этого издания, этих журналистов, все-таки оспаривал обязательно эти судебные акты и полагаю, что даже вот по этим формальным признакам, что голос-то неразличим там, можно добиваться их отмены. Но это опять такая ситуация, когда надо понимать все-таки, что правосудно, что нет. Цель-то какую преследовал законодатель, и в праве цель какая? Защитить ребенка. Достигли журналисты этим? Достигли, защитили ребенка. Этой цели достигнута. А закон в этой ситуации защищает ребенка? Но очевидно, что запрет вот на такое изображение, там, если вот на чаше весов положить, что лучше, вообще не показывать видео, был бы тогда ребенок защищен, да, или все-таки его показать. Ну, мне кажется, что если бы судья подходил неформально и хотел бы реально разобраться, вполне у него были основания для того, чтобы отойти от такого формалистского подхода. То есть в законе для этого нормы есть, именно подходить неформально, а взвешивать на чаше весов, что если ребенок был в опасности? Всегда. Для этого, Руслан, для этого судья и нужен. Мы вот если пользуются люди, кто активно пользуются такими площадками, как eBay, AliExpress там, и тому подобными, они видят, что там есть такие у них там способы разрешения конфликта. Вы там просто кликаете, пишете, что вы не согласны с качеством товара. И не какой-то живой судья, а система там электронно сама принимает решение и выносит вердикт, там деньги возвращаются или нет, к примеру. Да? Вот если бы наши законы позволяли их так формально применять, то нам тоже не нужны были бы живые судьи. Мы, в принципе, все бы жили, там, на госуслуги зашел, написал, что мне что-то это не нравится, да, и компьютер принял решение. Но право, оно гораздо сложнее. Право – это всегда речь про живого человека, это всегда нештатная ситуация, которая в большинстве случаев не подвергает, ее нельзя цифровать. И поэтому нужен живой судья, который будет подходить в некоторых случаях. Я не говорю, что это всегда, да, не каждая ситуация является исключением, но в некоторых случаях при необходимости судья вправе поступить так, как требует Конституция. Конституция превыше всего. Понял. В данной ситуации и отказать привлечению к ответственности. Но судья сделал формально, поступил формально. Формально мог штрафовать, да, мог. Так надежнее, за это вряд ли поругает. Он, видимо, думал, что понятно, что сейчас будет резонанс, может быть, какая-то будет ответная реакция, но
оправдание это всегда более страшно, чем наказание в нашей стране. Кстати, а что вы думаете по поводу самих норм закона? И насколько есть и известна зарубежная практика? Я имею в виду вот эти вот нормы, ограничивающие право публикации изображений детей. Вот лично я в этом не вижу ничего плохого. Почему вот настолько это нельзя и настолько караемо нормами наших законов? Ну, Руслан, я не специалист в этой сфере, да, это, наверное, надо спрашивать у психологов и педагогов, но мне, как вот, родителю, как отцу и как юристу, мне кажется, что, наверное, логика в этом есть. Все-таки я не склонен говорить о том, что этот закон не нужен, возможно, там не очень удачные формулировки. Ну, вообще, любая неудачная формулировка закона, она решается наличием грамотного судьи. Законы могут быть вообще, ну, мы видим, как в Европе применяются, там в странах, например, англосаксонской системы применяются законы и прецеденты, которым по 200, 300, 400 лет. Понятно, что у них тогда была совсем размытые формулировки и совсем другая юридическая техника, но грамотный судья умеет из этого извлечь нужный смысл и правильно применить эту норму. Так что я бы не пенял здесь на закон, здесь все-таки речь о качестве именно правосудия. А закон, да, он, я думаю, что нужен хотя бы потому, что в какой-то ситуации, если будет лицо ребенка, изображение ребенка, и можно будет его узнать, то это впоследствии может вызывать какую-то неадекватную реакцию его сверстников, например, одноклассников, окружения. Ну, в этом возрасте дети могут не всегда разумно на такие вещи реагировать. Сам ребенок может переживать. То есть, может быть, в окружении все и будут спокойно к этому относиться, а вот ему будет казаться, все на него косятся. Да? Вот из этих соображений я думаю, что вполне логично, что лишний раз не стоит персональные данные и изображение ребенка демонстрировать. Но применительно к этому кейсу все-таки я думаю, что наказание это избыточно. Еще одна история, связанная со СМИ, это непосредственно с нашим СМИ связанная история, и не только, кстати говоря, после нашумевшей публикации про Уфу о якобы имеющемся у Александра Сидякина, руководителя администрации главы республики, лифтового бизнеса, пошла серия исков, в том числе в наш адрес, но в этом самом бизнесе, а лишь потому, что мы писали о планах администрации подать в суд на Рамиля Рахматова и про Уфу, и не могли не указать о том, что послужило поводом этого иска. Очень такая любопытная история. Вот как вам видится здесь юридическая составляющая, понятийная, в конце концов, составляющая, если рассуждать с точки зрения Конституции и свободы слова? Эту ситуацию надо разложить на два важных элемента. Первый – формальный. Формально я в это дело так глубоко не погружался, это надо анализировать конкретные фразы, за которые, так скажем, прицепились истцы, да, на которые возмутили истцов. И, исходя из сложившейся в России практики, давать прогнозы, будет ли этот иск удачен для них или нет. Ну, соответственно, будет ли он удачен для вас. Будет ли это дело удачно. Это формальная сторона. То есть тут, к сожалению, прокомментировать не могу, потому что надо вот прям саму исковое читать и смотреть практику. Но я могу высказаться по второй части, вот в теории вопроса, как должно быть. Я вижу, что, к сожалению, вот и в этом иске, я саму статью читал, которая послужила поводом для всех вот этих последующих разбирательств и публикаций других, и предъявления исков. И я понимаю, что в цивилизованном обществе, на мой взгляд, ничего в этой статье не могло бы послужить основанием для привлечения журналиста к ответственности. Понятно, что иск подать вправе каждый гражданин, да? Право на иск ни у кого никто не отнимает, оно не отчуждаемо, и все обиженные истцы вправе такие иски заявлять. Другое дело, что будет ли суд это рассматривать всерьез и удовлетворит ли такие требования. На мой взгляд, вот в таком развитом правопорядке нет, перспектив такого иска не будет. Проблема, на мой взгляд, в том, что в России чиновники право на иск по такой категории споров, когда они обращаются с иском о защите чести, деловой репутации своей, чести и достоинства, они воспринимают это, мне кажется, не как способ защиты репутации. Ну, какая репутация у наших чиновников? Я задам этот риторический вопрос, а на него отвечать не буду, чтобы тоже не оказаться ответчиком какого-либо из исков. Я думаю, что каждый слушатель понимает, какая это репутация.
Я думаю, что никто там и не преследует цель защиты репутации, а скорее всего, я допускаю, опять-таки не буду утверждать, но мне кажется, что вот по такой категории рисков зачастую их используют как способ наказания, как средство возмездия. И ведь закон-то ведь писался не для этого, это второстепенная цель. Первая цель все-таки это обелиться человеку, а у нас это вот как некая такая дубинка используется. Когда нужно наказать, ищут разные варианты. Вот, дефамация, да, защита деловой репутации, возбуждение уголовных дел или там штраф какие-то административные. Это первый момент. Второй момент. По такой категории дел, к сожалению, наши суды, вот исходя из практики, которая сейчас складывается в стране, не всегда, я бы даже сказал, что весьма часто не учитывают очень важные обстоятельства, что чиновники, политики, известные личности, общественные деятели, они могут быть объектом пристального общественного внимания и в том числе объектом критики. Это безусловное право гражданского общества, это безусловная неотъемлемая часть их деятельности. Демократическое государство не может без этого. Если вот этого в обществе нет, то это государство уже не демократично. Значит, нет свободы слова и есть цензура. Я так вышло, что я случайно оказался на судебном процессе, на одном заседании судебном процессе в Высоком суде Лондона, Королевском суде Лондона, это там, где Абрамович с Березовским судились, это знаменитое дело. Я был на заседании, где танзанийский олигарх, самый богатый человек Танзании, что-то вроде как вот губернатор Чукотки Абрамович, там, живший в свое время в Лондоне, да, это тоже такой богатый танзаниец, но живший в Лондоне. Так. Он судился с газеты The Independent. Я был как раз на заседании, где проходил допрос и заслушивание позиции журналиста. Речь шла о том, что он написал, что в общем в Танзании английская семья переехала в Танзанию, купила там ферму, а потом стала жаловаться, что у них этот бизнес отжимает, их вынуждают продать ферму по очень низкой цене, потом они отказались, у них начались там пожары, отравили скот, сгорела ферма, часть фермы, и они поняли, что дальше так жить невозможно, и в общем продали вот тем людям, которые у них ферму требовали, продали по очень низкой цене и обратно вернулись в Англию. И журналист об этом написал и сделал предположение, что местные, что это все делается, местная власть, там, которая покрывала такие действия, она действовала в интересах вот этого самого олигарха, потому что купили его структуру, эту ферму, земля им была нужна. Вот он предъявил иск в суд. Что его оболгали, что это не так, он хотел доказать. Да, он хотел доказать, что это не так, и говорил о том, что журналист не доказал, что это так. То есть вот стандарт доказывания, да, в наших судах как вот говорят, вот докажите, что это так. Это как по фейк-ньюс тоже, да, вот докажите, что это у вас же не было оснований 100% утверждать, что это так. Вы не были уверены, потому что поэтому вы не могли эту новость публиковать. И здесь тоже, вот есть доказательства, безусловные доказательства о том, что чиновнику принадлежит лифтовый бизнес. Если их нет, то значит это дефамация. Такая логика, как я понимаю, этого иска, да? В общем, да. Но мне кажется, это абсурд предъявлять журналисту такой уровень требований. Вот, безусловно, доказать даже прокуратура не может. Мы видим, что есть оправдательных мало очень, но есть оправдательный приговор. То есть, исходя из этого, мы видим, что даже прокурор ошибается. Прокурор, у которого есть Следственный комитет, да, следственный прокурор проводит, а Следственный комитет или МВД, и они ошибаются. У них есть возможность проводить там прослушку, обыски, допросы свидетелей, изъятие, выемку документов и доказательств, проводить экспертизы, очные ставки. И даже после всего этого бывает брак, они бывают оказываются неправы. У журналистов нет таких ресурсов, таких возможностей. Если мы такой же стандарт требований будем предъявлять к журналисту, то мы фактически полностью лишимся прессы. У нас будет журналист, можно свести журналистику будет просто к пресс-релизам госорганов. Если нам интересно, владеет ли какой-то чиновник неким теневым бизнесом, значит, надо просто открыть сайт этого ведомства, посмотреть, если об этом не написано, значит, он не владеет. Да? Такой разный стандарт. И вот в этом процессе в английском, там баристер, который представлял интересы журналиста, он очень интересные вещи говорил. Он их доказательства строился на чем? Почему журналист вправе был такие вещи публиковать? Они привели такие доводы, что сама Танзания, ее высшие лица, там президент Танзании, председатель Верховного суда, они утверждали, что в Танзании есть коррупция. Они это признавали, что одна из бед страны – это коррупция.
они привели кучу публикаций в разных СМИ о том, что в Танзании высокий уровень коррупции. Они привели публикации о том, что вот этот самый олигарх, он в некоторых сомнительных сделках прослеживается, ну, так скажем, есть его след, да, подозревался он. Не доказано, он на свободе находится, но подозревался, что он имеет отношение к каким-то сомнительным операциям. И на этом основании они делают вывод, что если журналист знает, что это страна с высоким уровнем коррупции, если журналист знает, что в этой стране не исключено, что чиновник может действовать в интересах определенного определенного предпринимателя, то у журналиста есть полное право в этом направлении копать и поднимать эту тему для того, чтобы она обсуждалась, и по итогам этого, возможно, будет либо общественное расследование, либо госорганы будут расследовать. Но в этом, на мой взгляд, в этом и есть суть прессы, в этом и одна из основных фундаментальных, мне кажется, функций и задач прессы. Поэтому вот такие публикации, даже если они недостоверны, я не хочу утверждать, что это, поскольку не проверял и не погружался в эту тему, да, и не могу утверждать, что там все факты достоверны, возможно, что-то и недостоверно или не доказано. Но, тем не менее, когда идет речь о политике, о чиновнике, об общественном деятеле, журналист имеет безусловное право подвергать его деятельность критике и выдвигать обвинения, именно обвинения в том, что он нарушает какие-то нормы закона. Это повод для того, чтобы привлечь к этому внимание, и компетентные государственные органы более подробно с этим, более внимательно и пристально с этим разобрались. По-моему, об этом же говорит и практика Европейского суда по правам человека. Здесь ничего в этом уникального нет, но годами сложившаяся практика. И надо сказать, что развитые страны, то есть если вы посмотреть практику ЕСПЧ, видно, что не только наши чиновники пытались вот таким образом оказать давление на прессу. Нигде не нравится, никому не нравится, когда их критикуют. Я видел аналогичные решения по таким похожим делам из Англии, которые пришли, там, благополучно, казалось бы, Англии, из Франции. Даже там, в этих странах, в свое время, правда, это были 70-е, там, 80-е годы, даже там пытались предъявлять иски к журналистам, пытались их за это наказать, но суды, в общем, достаточно быстро с этим разобрались и указали, что нет, это право журналиста. Попытаюсь... мне кажется, что... Да, в общем, понятно, очень хорошо. Попытаюсь встать вот на противоборствующую сторону и задать вот такой вопрос. Ну а как же быть-то все-таки, если СМИ совершенно все рамки переходят и уж совершенно выдумывает какие-то небылицы и нелепости и публикует их? Люди же поверят вот этой вот абсурдной информации и, соответственно, будут делать выводы. Ну как-то же надо вот утихомирить, соответствующих нерадивых писак. Да, конечно, но в этом и суть-то принцип открытости власти. Для того, чтобы их утихомирить, надо быть открытым, надо быть публичным, надо к власти приходить не какими-то окольными путями, а выборными, как правило, да, выборными путями, что подразумевает активное участие в политической жизни через дебаты, через постоянные какие-то очные встречи, на которых задаются неудобные вопросы, на них даются ответы исчерпывающие. Это подразумевает определенный высокий кредит доверия. Когда мы чиновника не знаем, он кем-то назначен, откуда неизвестно, откуда появился, его нам прислали, да, бах, есть чиновник. Я не говорю сейчас по конкретному чиновнику, я условно ситуацию разбираю. Если ты человек не знаешь, о нем можно, чему угодно можно поверить, и хорошему, и плохому. А если этот чиновник на ваших глазах долго идет к этой власти там, через публичные процедуры, то к нему появляется кредит доверия. И в этом случае обыватель в состоянии отделить зерна от плевела и понять, где правда, где нет, чему-то верить, чему-то не верить, на что-то может снисходительно к чему-то отнестись. И это же все можно тогда публично опровергать не через суд, не путем наказания журналиста, а путем пресс-конференции. Придя к тому же журналисту, ответив на его вопросы в прямом эфире, например, да? Да, используешь правом на публичный ответ, да.
Да уж. Ну, у нас совсем немножко времени. Хотелось бы ваше мнение вот еще по одной резонансной истории. Общественный деятель Альберт Рахматуллин был оштрафован за оскорбление власти, за комментарии, значит, против голосования по поправкам в Конституцию. Это новая статья, новая правоприменительная практика началась у нас в стране. И он был потом оправдан, но, правда, таким, по формальным признакам, якобы полицейский не доказал то, что публикации являются именно его публикациями. Вот как вам вообще вот эта история, сам закон и его применение? Ну, безусловно, дикость, конечно, на мой взгляд. Во-первых, дикость наличия такого отдельного состава. Я не очень понимаю, чем отличается оскорбление меня, например, и оскорбление чиновника или вообще абстрактной власти. Я даже не понимаю, как можно абстрактную власть, вообще как ее, в принципе, можно оскорбить. Это вот, если в общем. В частности, если я правильно понял, там, по мнению лиц, которые привлекают его к ответственности, состав образует слова о том, что он назвал голосование по Конституции лохотроном. Совершенно верно. Да, вот правильно это помню. Но это же как раз речь о свободе слова. Если человек так считает, почему он это не может сказать? Это же ярчайший пример цензуры. Но это же его мнение. При этом он ведь не говорит, я так понимаю, что если вот есть люди, которые питают ненависть, ну, в принципе, к чиновникам, да, и желчью исходятся там, и какие-то крайние такие, в общем, ну, это бывает даже неприятно читать, и, в общем, в принципе, всех без разбора кроют там, да, и по принципу, если это чиновник, значит, ты вот уже сразу априори нехороший человек. Ну, вот это, наверное, да, еще как-то можно пытаться, я натягиваю, то есть я считаю, что, в принципе, такого состава быть не должно, но если даже он есть, то, наверное, можно было бы вот в этом случае как-то натягивать, да, на этот состав. Но когда человек высказывает свое мнение, в принципе, о том, как построено голосование, или о сути этого голосования, мнение о сути этих поправок, то это, безусловно, цензура. Ничего здесь правосудного в попытке привлечь это к ответственности нет. Если позволите, Руслан, я хотел вернуться вот к чему начали, про митинги, да, про вот свободу собрания. Это очень, по-моему, похожая тема. У нас 40 секунд. Пауза пока была, мысль пришла в голову, что, если я правильно помню норму закона, он позволяет привлекать к ответственности за любые собрания и любые такие собрания, в общем, в любом несанкционированном месте. По такому принципу, вот граждане России, которые живут за границей и там, например, тоже в защиту каких-то деятелей отдельных высказываются где-нибудь там в Лондоне, в Париже и в Берлине, по идее, сейчас вот мне в голову пришло, что эти места тоже не предусмотрены законодательством Российской Федерации для массовых собраний, и можно попробовать и их тоже кого-то привлечь к ответственности. Мне кажется, был бы интересный такой медийный прецедент и интересный кейс. Вот это как пример абсурдности наших законов. Да уж, есть о чем говорить и дальше. Спасибо большое вам, Айдар. Я напомню, что управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров был сегодня персонально ваш. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч. Пока.